Позади недельный поход, за спиной тяжелые рюкзаки, но на лицах туристов ни следа от усталости, широкие улыбки и явно приподнятое настроение. Только что они прибыли в Сыктывкар из Троицко-Печорского района, а всего каких-то пару дней назад вживую лицезрели каменных истуканов на плато Мань-Пупунер. Впечатления еще свежи, а эмоции зашкаливают. С какого-то тумана там, они просто как призраки вышли, появились просто перед тобой, как внезапно. Меня это очень сильно впечатлило, я была удивлена, потому что я представляла, что они большие, да, но что они настолько огромные, и они так внезапно выходят, как призраки, но это очень магически и незабываемо. Я до сих пор под впечатлением. И это при том, что до последнего герои сомневались в удачном исходе своего похода. Это лето теплом и солнцем не радует, а там, в горах, обстановка еще менее благоприятная. Прибавляется порывистый ветер и туман. Из-за последнего низги не видно, потому и пеший путь кажется нескончаемым. В таких условиях, конечно, непросто. И даже опытному экстремалу из Италии, в родной Вероне Фредерико Биондале, состоит в альпинистском клубе, пришлось нелегко. И тем не менее, в своем топ-10 иностранец, который, к слову, почти весь мир повидал, болванам отдает почетное первое место. It was just a little difficult because weather was not so good. Было немного сложно, потому что погода была не очень хорошей. Ветер, холодно, но тем не менее удивительное впечатление от Мань-Пупунера. Это магическое место. Я очень счастлив, что добрался до него. Это номер один. Лес, тайга. И это не просто горы и камни, это что-то большее. Там что-то есть. Но самое главное, в самом походе Фредерико, единственный иностранец в группе, не чувствовал себя одиноко. Радушие местных жителей и инспекторов на кордоне, а также приятелей по походу, его приятно впечатлили. И теперь он уверяет, обязательно постарается привести сюда и своих друзей, как и супруги Кузнецовы. Алексей и Татьяна приехали в Коми из Ростова-на-Дону. Во-первых, природа потрясающая. Я впервые в жизни пила из реки. Просто зачерпывала кружкой. Для меня это, хотя у нас тоже есть дон, да, то есть для меня это было невероятно. Да, то, что я просто могу взять, черпнуть, и со мной все хорошо. Во-вторых, сами, конечно, останцы, они впечатляют. Я рекомендую всем и зрителям, и людям, которые, может быть, думали или сомневались, ни в коем случае не сомневаться, обязательно идти туда, потому что место со всех сторон великолепное. Супруги признаются, они и сами совсем скоро планируют вернуться обратно, но уже не столько из-за останцев, просто хочется пожить в тех местах, на Печоре, ведь такой по красоте природы они больше нигде не видели. А тут еще и возможность сесть поработать на кордоне волонтерами, чтобы помогать таким же, как они, туристам на пути к заветной мечте, увидеть одно из чудес России. Существует несколько путей, как туда попасть. И мне кажется, есть такой путь, да, там, как просто приехать на само плато, посмотреть и уехать. Полной картинки и полных ощущений возможны они только тогда, когда ты проходишь сначала, ты как входишь в заповедник, проходишь эту реку, проходишь тайгу, потом, то есть ты постепенно переходишь и уже видишь, да, то есть возвращаешься. И я лично бы посоветовала все-таки с лодкой, да, потому что одним днем просто это не столь так, ты не прочувствуешь, потому что на самом деле не только ценность не только в самих останцах, а еще в самой природе этого заповедника. Это дикие заповедные места. По пути к столбам и обратно туристы то и дело натыкались на следы зверей. И даже видели кусты малины, в которые перед этим явно повалялся косолапый. От страха пели песни. В пути это помогает и нервы успокоить, и хищников отвадить. В тех местах вниманием людей они не избалованы, а потому стараются избегать любого постороннего шума. Встретиться нос к носу с хищниками вряд ли удастся, а восхититься уникальными северными красотами можно сполна. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрган.